Добрый день. Сегодня поговорим о том, зачем нужна сваха, если в мире полно сайтов знакомств и различных сайтов, где люди взаимодействуют и знакомятся. И многие даже говорят, что ну нет, как так свахи, это старомодно, это, ну не знаю, у меня еще так полно всяких знакомств. То есть все-таки, ну и сайты знакомств часто бесплатные, как бы, наверное, лучше воспользоваться бесплатными сайтами. Ну, а ко мне часто приходят люди как раз-таки после сайтов знакомств. И все, что я узнала о сайтах знакомств, меня, конечно, повергает в некоторый шок. И я смеюсь, говорю, я узнаю таким образом жизнь. И первое, наверное, почему нужна сваха, и почему это удобнее, чем сайт знакомств, вы будете ограждены от мошенников. И сейчас я буду, наверное, расскажу не о тех мошенниках, которые звонят по телефону, которые там чего-то предлагают, или ну, мошенники, которые там на деньги раскручивают. Я и с такими историями сталкивалась. А, Ну вот расскажу очень короткую историю. Молодой человек познакомился на сайте с девушкой, потрясающая, говорит, девушка, прямо влюбился, мы переписывались, наверное, там дня 3-4, и потом я говорю, давай встретимся, она говорит, хорошо, я тебе пришлю ссылку на фильм, купи билеты, 2 билета, и мы там с тобой возле кинотеатра или там, в общем, где-то встретимся. Он говорит, приходит ссылка, открываю, там один билет стоит 5 000, то есть 2 билета 10 000. Но молодой человек говорит: "Я уже прям готов был нажать кнопку и купить этот билет, но я, посмотрел адрес, думаю, что то как-то я там кинотеатра не помню". На другой день сказал: "Да, конечно, я куплю". Поехал, посмотрел. Никакого кинотеатра там, конечно, не было. И он думал: "Я, может быть, поеду куплю, может, там дешевле будет". Но в результате ничего он там не купил, кинотеатра нет. Он говорит: "Я понял, что, просто девушка меня разводит. Таким образом, я еще с ней не встретился". И таких историй огромное количество, которые происходят, вроде обыденные. Ну, в общем, историй происходит много. Происходят истории с мошенниками, когда а, знакомятся, и отношения там начинаются, и людей разводят на деньги. Это тоже достаточно ам, такая известная история. Поэтому, работая со свахой, здесь, конечно, есть гарантия, что вы не попадетесь в руки мошенников. Ну, уже хотя бы потому, что работаем с паспортами, с живыми людьми. Поэтому тут это практически невозможно. Не буду говорить, конечно, 100%. Мир такой интересный. Но, тем не менее, вот от мошенников вы будете ограждены. Но есть еще один вид мошенничества, от которого даже, так сказать, сваха не застрахована в работе. Но я сейчас тоже расскажу вам как бы пример. Но хочу сказать, что сваха может ошибиться один раз. Это как, так сказать, как это, сапер, да? Второй раз с этим клиентом сваха уже работать не будет. Но это такой милый вид мошенничества. Я называю мошенничество. Возможно, сейчас я вам расскажу несколько примеров. Может быть, вы подумаете, что это, ну, такой каприз женский, но для свахи это красный маркер. Когда девушка, ну, наверное, отступление сделаю. Может быть, я грубо или жестко сказала мошенничество, но это такие цыганки, попрошайки. Для меня это, ну, не очень красивые поступки. Когда девушка начинает: "Закажи мне такси", а потом вот машина приезжает, она там час не выходит, такси ждет, потом она говорит: "Ой, я забыла, а давай ты меня туда отвези, а давай ты меня сюда отвези". Я сейчас привожу примеры, тогда, когда еще у людей нет отношений. Когда есть отношения, там немножко другая кухня. Под отношениями я понимаю, что люди встречаются, у них есть какие-то уже близкие отношения. Но когда вот этого нет всего, только на этапе, так сказать, первых свиданий начинается вот это мне, или, тоже, такой вид, ам, в вытряхивании денег, да. Когда, например, женщина говорит: "Ой, там он купил билеты, значит, там на какой-то концерт".
Не могу, прям не знаю, как быть, у меня нет мне на маникюр сделать. При этом это пример женщины, которой под 50. То есть не думайте, что это только молодые так могут. Ну вот, там вышли мне деньги на маникюр, а то как же я пойду, а потом начинается там еще чё-нибудь у меня нет, и в общем. Потом у меня мама заболела, ой, мне там нужны деньги, я сейчас не знаю, наверное, не смогу прийти на свидание там или не смогу с тобой куда-то поехать, пойти. Там мне нужно вот, там что-то купить или куда-то, там срочно поехать, или, ой, там у меня здоровьем достала путевку, мне там дали в больнице, практически бесплатную, но у меня нет денег на билет, не можешь ты мне помочь, и, так сказать, если чувствует, что ну, мужчине она нравится, начинается вот эта раскрутка. Я тебе буду очень благодарна, если ты мне купишь билеты, ну и так далее. Потом, когда выбирают времяпровождение достаточно дорогое, а давай пойдем вот в тот дорогой ресторан, а давай вот купи билеты вот на тот дорогой концерт. Там, ну, какие-то, то есть отношений еще нет, мужчина только пытается как-то строить, а из него уже постоянно выкачивают деньги. Ну вот буквально, так сказать, тоже недавний случай, когда девушка вроде бы как, говорит, мы встречались, там 2 или 3 свидания было, тут она присылает, а купи мне а, дорогой отпариватель, он мне очень нужен, пожалуйста, или ой, пожалуйста, мужчина в командировке, ой, я так устала сегодня переписываться, мне так нужен массаж, пожалуйста, пожалуйста, оплати мне массаж. Он говорит: "Я сейчас занят на работе или там, ну, уже к самолету иду, мне вот, ну, некогда заниматься. Ну, скинь мне деньги, я там сейчас какой-то сертификат куплю, мне нужен массаж, массаж". Вот это вот молодые, красивые. эм, Ну, в общем, если такая ситуация возникает, и мне клиент говорит, что вот девушка или женщина вот так себя ведет, это маркеры точные, и я второй раз ее знакомить уже не буду. То есть, ну, ни я рисковать не буду, так сказать, ни своей репутацией, ни подводить клиента. То есть, при этом вроде бы, что такого? Когда я там женщине сказала: "Ну, я не просила, ну, я же его не заставляла, просто, отношений у нас не может быть серьезных, потому что я в него не влюблена". Ну, тогда зачем, давать надежду и брать от человека деньги или провоцировать его на то, чтобы человек что-то покупал? То есть вот этот вид, ну, условного, может быть, я не знаю, мошенничества или развода на деньги, конечно, со свахой такой случай почти не как бы, когда вы работаете со свахой, такой случай практически не случается. Хотя, говорю, почему практически, потому что бывает, вот, когда мне говорят, что вот так, ведет девушка. Конечно, я всегда, стараюсь, если это возможно, если мне клиент разрешил, у нее спросить или поговорить, или что-то сказать, я скажу. Но бывают такие ситуации, когда клиент говорит: "Вы знаете, она вот у меня попросила деньги взаймы, она там, я вот это оплатила, она попросила билеты там какие-то куда-то поехать купить, она попросила дочери там, там зубы, надо срочно поставить брекеты. Ой, какой кошмар, у меня нет денег, а платеж пришел". Или: "Ой, я не могу, у меня подходит платеж ипотеки, у меня нет денег, я ой-ой-ой". И человек оплачивает. И если мне этот клиент говорит, конечно, я больше с женщиной не работаю. С мужчинами, вы знаете, вот, случаев, когда мужчина так разводит, нет, хотела сказать, у меня не было, нет, был. Был один случай, но, это моя клиентка, но она познакомилась, на сайте. То есть, ну и там были ситуации, когда, хотя вот, когда она мне рассказала, что: "Вы знаете, я вот случайно там где-то как-то познакомилась". Ну, а так как я работаю, с обратной связью, то, когда мне женщина говорила, что вот так, я говорю: "Будь осторожна, вот тут посмотри". Ну, действительно, там был случай. Но так, чтобы оба человека были в работе со свахой, такого, не бывает. И, с теми свахами, с кем я общаюсь, тоже таких примеров не было. То есть все таки мошенники к свахам, ходить не хотят, и поэтому вы будете как-то застрахованы от этого.
Вот. Значит, следующее, почему все-таки это выгоднее, тоже из, так сказать, эмоциональных состояний. Можно сказать, что при знакомстве к вам все-таки проявит воспитание. То есть вам не нахамят, где не нужно, и там, потому что очень много мне рассказывают всяких историй, бывает даже присылают. Сейчас есть целые там какие-то странички в Инстаграме, там еще где-то, значит, запрещенная, да, сеть, где показывают, какая переписка и какое хамское отношение бывает. Ну, вот в работе со свахой вы от этого будете ограничены, избавлены. Почему? Даже если вы не понравились мужчине, например, или мужчина не понравился женщине, переговоры ведет сваха. То есть сваха показывает, вот я обычно там показываю мужчине фотографию там или видео, рассказываю, также показываю женщине, тоже показываю. Если мужчина говорит, мне не нравится то-то и то-то, естественно, я это не передаю женщине. И наоборот, если женщине что-то у мужчине не нравится, она мне это говорит, я это не передаю, я говорю, ну вот, ну пока не сошлись. Вот. То есть все-таки вот этих эмоциональных стрессов, когда вам нахамили, вам отказали, может быть, отказали в какой-то грубой форме, ну, даже просто отказали, вы себя ограничите от вот этого. То есть, как говорится, вы себе купите комфортные условия, да? Ну, что еще в плюсах могу сказать? Конечно, сайты пестрят, и вы сами это знаете, пестрят фейковыми фотографиями или ретушированными фотографиями, или фотографиями обработанными. И когда вы приходите на свидание с сайта знакомств, вы можете увидеть человека, который не соответствует фотографии, а вы с ним уже переписывались, вы с ним уже как-то общались, он вам нравится. И тут приходит человек, который там на 10 лет старше того фото, которое вы увидели. То есть все-таки здесь мы работаем с реальными фотографиями, с реальными видео. Всегда говорим клиентам, не делайте слишком ретушированных фотографий. И если такое случается, что фотографии студийные, красивые, всегда предупреждаю, что женщину, что мужчину. Фотографии студийные, она выглядит вот так же, или чуть хуже, или там какие-то нюансы, но она харизматична, у нее замечательный характер, она очень легка в общении и так далее. То есть все-таки какие-то другие грани показываю, и чтобы человек, когда пришел на свидание, все-таки обратил на что-то еще сразу внимание, кроме как фотографии. И, наверное, следующий пункт, это уже 4-й, это то, что когда у хорошей свахи, я стараюсь быть хорошей свахой, всегда работаем не только на знакомство, работаю, ну и я знаю, я общаюсь много с разными свахами, с зарубежными, российскими. Значит, все-таки хорошая сваха старается не просто познакомить, а поработать психологически с типажом человека, найти, откуда у вас такой типаж, расширить ваше представление о типаже, о том, кто вам может нравиться. Здесь же могу, если это требует необходимости, конечно, работаю с вашими убеждениями, с вашими страхами, с вашим представлением о счастливых отношениях и несчастных. То есть все-таки очень много там такой личной психологической работы, которая позволяет посмотреть на мир по-другому, другого человека тоже увидеть по-другому. То есть те люди, с которыми бы вот так вы не встретились, сказали бы, у меня так бывает, кстати, очень часто показываю фотографии, ой, нет, типаж не мой, возраст не мой, не знаю. Говорю, смотрите, вот, значит, начинаю рассказывать. Во-первых, положительное качество, во-вторых, говорю, что и вам нужно свои как-то женственность раскрывать, смотреть там, я вам даю много практик, эти практики применить где-то нужно. Вот посмотрите, вот здесь вы получите много плюсов для своего даже развития. Встречайтесь, только, ну, вам нужно только встретиться. Люди встречаются, мне всегда смешно, когда после свидания начинает мужчина мне писать и звонить, женщина, боже, спасибо, что вы мне посоветовали, это такой потрясающий, она такая потрясающая.
у нас все хорошо, и меня всегда это очень радует. И в следующий раз, когда я предлагаю встретиться, и люди вот так говорят: "Нет", я говорю: "Давайте посмотрим, вот это, вот это, вот это". И даже часто привожу примеры, что вот таких случаев много, когда люди встречаются, и оказывается, что фотография, не раскрыла человека, не дала никакого представления. Живой человек, в 150 раз лучше, какого-то нарисованного образа. Поэтому работа со свахой — это не только знакомство, это еще внутренняя работа с собой, со своей женственностью или со своей мужественностью, со своим представлением о том, какой должен быть партнер, работа с вашими представлениями, какие должны быть семейные отношения. Много бывает вопросов по поводу детей, если у вас есть дети. В общем, это такая комплексная работа, у свахи, что, конечно, ни один сайт знакомств, ни один даже клуб вам, расширенно вот таких услуг не предоставит. Поэтому буду рада, если вы, придете ко мне в работу, будем знакомиться, будем, разбираться, и становиться счастливее. Я думаю, для меня и как для любой свахи, когда складывается пара, это огромное счастье, огромное удовлетворение. Это то, ради чего, в принципе, стоит работать.